Громче всего информационное оружие гремит во время боевых действий в Сирии или в Украине или. Свою позицию Москва подкрепляла многочисленными ужастиками о замученных детях и разрушенных городах. Киев отвечал историями о героях. К концу года российские СМИ все меньше говорили об Украине. Появились новые враги – ИГИЛ и турки. Как звучала телевизионная канонада в 2015-м? Послушаем вместе. Украинские силовики покинули территорию аэропорта. Тела 7 загиблых. Тела 7 погибших киборгов накануне получили из-под завалов Донецкого аэропорта. Воздушная гавань находится полностью под контролем ополченцев. Во дворе находится сожженная украинская бронетехника. Самая горячая точка на карте вокруг Дебальцево. Дебальцевский котел сужается. Це вузлова залізнична станция. Это узловая железнодорожная станция, через которую Кремль может поставлять войска и боеприпасы уже не белыми КАМАЗами гумконвоя, а железнодорожными вагонами. Украинская армия предпринимает попытки выйти из окружения под Дебальцево. Вороги вдаються до посиленого. Враги усиленно штурмуют украинские позиции. В окружении могут оказаться около 10 тысяч силовиков. Украинские военные покинули Дебальцево, и так называемый Дебальцевский котел больше не существует. Сотни раненых украинских солдат и мирных жителей доставляют из Дебальцева и Углегорска в Артемовск. У полон потрапили. В плен попали 90 украинских военных. Сообщает о массовых случаях дезертирства в рядах украинской армии. Сами украинские солдаты не хотят воевать в Донбассе. 10 років за дезертирство. 10 лет за дезертирство. Столько угрожает российским военным за то, что отказались воевать на Донбассе. Колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Очередной гуманитарный конвой. Украинская сторона неоднократно заявляла, так называемый гумконвой – это поддержка для боевиков. Силовики били прямой наводкой по жилым кварталам. Украинские силовики непрерывно ведут обстрелы. Бойовики ДНР. Боевики ДНР расстреливают мирное население. Беспорядочный огонь и циничные шутки. 91 раз. Наемники 91 раз нарушили режим тишины. Утро сегодня вновь началось со стрельбы. Боевики забирают в свои бандформирования мирное население. Уже почти год на стороне боевиков на Донбассе воюют наемники из Бразилии. Французы, словаки, испанцы, чехи. На юго-востоке Украины в рядах ополченцев сложился уже настоящий интернационал. Обнаружили на украинской стороне сотни наемников. Украинские войны, эпизод очередной. Новая надежда. По следам минских переговоров. Обстановка на фронте остается напряженной. Боевики применяют бронетехнику и запрещенные минометы. Это не война, а чистый бизнес. Российская Федерация. Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Уже понятно, что украинские власти нарушают сроки. В Донбассе обвинили Киев в срыве Минских соглашений. Ангела Меркель признала, боевики нарушают прекращение огня. Германия поддержит продление санкций против России.